Участники бессмертного полка Северной и Южной Осетии 25 июля совершат восхождение на пик Алания. Высоту они покоряют второй раз. Ранее инициатором восхождения на пик Алания стал председатель фонда «Арт-Кавказ» Николай Хлынцов. Суть ее состоит в том, провести акцию «Бессмертный полк Осетии на пике Алания». То есть с двух сторон, с юга-севера, молодые ребята, да, не только ребята, с портретами героев Советского Союза, выходцев из Северной, ну из Осетии будем говорить, из Южно-Северной. Из Осетии, да. Из Осетии. Поднимаются на вершину, там водружается копия Знамени Победы, ну и митинг, как и в прошлый раз. Планируется эта акция, как вы уже говорили, приурочить ее к дню начала освобождения Кавказа, годовщине. И именно на пике Алания символ единения двух Осетий, это, вы знаете, на границе Южной и Северной Осетии. По словам президента Федерации горных видов спорта Тамерлана Тедеева, пик Алания – одна из вершин главного Кавказского хребта. Высота пика – 3532 метра. Он расположен над Кударским перевалом. Прямо по вершине проходит граница Республики Южная Осетия и Российской Федерации. В принципе, практически похоже, что с нашей стороны, что с севера практически. Попроще с южной стороны. Да, просто высота 3500 с лишним, поэтому 532. да, у них гребневой маршрут, поэтому более опасно считается. Да, Да. опасно, да. У нас он идет по контрафорсу и более-менее безопасно. Всегда можно с тропы уйти, а у вас гребневой маршрут, с гребня деваться некуда. В состав юго-осетинской группы альпинистов войдет 10 человек. Президент республики Анатолий Бибилов поручил министру культуры Жанне Засеевой руководить подготовкой к восхождению. Ранее на вершине альпинисты установили осетинский флаг и заложили капсулу с запиской, в которой говорится о наименовании безымянной горы пиком Алания. Героизм, который был проявлен нашими дедами и прадедами, не должен быть предан забвению, и мы должны помнить и чтить. Поэтому еще раз, Николай Александрович, огромное спасибо за такую серьезную идею. И, конечно же, я сразу высказал и министру культуры, что я сам с удовольствием поучаствую в этом восхождении. Николай Хлынцов представил президенту макеты с изображениями героев Осетии, сражавшихся во время Великой Отечественной войны. Также он отметил, что желающих подняться на высоту очень много. До 24 июля будет проходить подготовительная работа. Выезд к подножью горы состоится 24 вечера. С южной стороны планируется восхождение юго-осетинской делегации, с северной – северо-осетинской. Уже на вершине горы состоится встреча двух осетинских делегаций. Лена Газаева, Альдина Чехоева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.